Народ жив, пока жив его язык. Здравствуйте, дорогие друзья! Салям, кадрлы дусларам! Меня зовут Диляра Рахмаева. Я представляю социальный проект «Туантель». Мы экранизируем самый лаконичный самоучитель татарского языка, написанный русскоязычным автором. Подпишись на наш YouTube-канал, ссылка в шапке профиля. Нишке сузыговослар. Мягкие гласные звуки. Мягкой парой буквы «о» является «э». Ее чтение несколько напоминает русское «ё» в слове «Пётр» или «печём», или же немецкое английское «э». Давайте послушаем, прочитаем, запишем и заучим. Süt – молоко. Gün – день. Dün – ночь. Gül – цветок. Цветок в горшке. Üç – 3. Кül – кіле. Смейся. Стель – стол. Торты авазлар – согласные звуки. Буква К и Г читаются двумя способами. Первый способ. В мягких словах и перед мягкими гласными они читаются как русские буквы К и Г. Прочитаем известные вам слова. Кül, гül, икмек, bugün, güzel – женское имя. Второй способ. В твердых словах и перед твердыми гласными буква К читается как гортанный, произносимый глубоко в горле звук К, как будто кашлем прочищают горло, а Г как такой же горловой звук Г. Яңа сүзләр – новые слова. Давайте прослушаем, прочитаем, запишем и заучим новые слова. Щинаяк – чашка. Бер щинаяк чай – чашка чая. Кыш – птица. Кыш – зима. Карт – старик, старый. Карщык – старуха. Кар – снег. Кыр – поле. Кыяш – солнце. Ак – белый. Кул – рука. Кара – черный. Кызыл – красный. Агач – дерево. Тугыз – 9. Акыллы – умный. Юнәлеш килеше. Направительный падеж. Падеж используется, чтобы обозначить, куда направлено движение или действие. Образуется при помощи окончаний аффиксов га, ге, ка, ге. Бүлмәгә – в комнату, в комнате. Рөстәмгә – Рустему, к Рустему. Эшкә – на работу, Мәскәүгә – в Москву. Сулга – налево. Так как ударение в словах падает на последний слог, при добавлении аффиксов ударение будет падать на них. Га, ге используются после гласных и звонких согласных. Әниге – маме, к маме. Дәфтәргә – в тетрадь. Отага – папе. Сулга – налево. Ка, ке используются после глухих согласных. Щинаяққа – чашку. Ишекке – к двери. Присоединение окончаний аффиксов подчиняется правилу сингармонизма. Этот аффикс употребляется и с вопросительными местоимениями. Кімге – к кому. Кому. Нәрсеге – во что, на что. Слова в этом падеже также отвечают на вопрос «Кая?» – куда. Обратите внимание, что в вопросительных местоимениях ударение падает на первый слог. Личные местоимения в этом падеже имеют следующий вид. Миңа – мне, ко мне. Безге – нам, к нам. Сиңа – тебе, к тебе. Сезге – вам, к вам. Аңа – ему, ей, к нему, к ней. Аларга – им, к ним. Особо следует записать и заучить выражение «Суға бар» – иди за водой. Мин суға, сітке, ипиге барам. Обратите внимание, что прилагательные, в отличие от русского языка, по падежам не изменяются. Биік тау, биік тауға. Урын вақыт келеші. Местно-временной падеж. Падеж используется, чтобы обозначить местонахождение предмета или место и время, когда происходит действие. Образуется при помощи окончаний аффиксов
до, де и то, те. Ишикте, на двери, в двери. Дефтерде, в тетради. Мескеуде, в Москве. Эниде, у мамы. По-русски эти аффиксы передаются при помощи предлогов в чем-то, на чем-то, кем-то, у кого-то, чего-то и некоторых и других. Аффиксы «да», «де» используются после гласной и звонкой согласной. Бюльмеде – в комнате, Рестемде – у Рустема, Сулда – слева, находится, например. Аффиксы «та», «те» используются после глухой согласной. Шнеахта – в чашке, Огашта – на дереве, в дереве, Эште – на работе. Присоединение окончаний аффиксов подчиняется правилу сингармонизма. Этот аффикс употребляется и с вопросительными местоимениями. Кемде, у кого, нерседе, в чем, на чем. Слова в этом падеже также отвечают на вопросы кайда, где, кайшан, когда. Личные местоимения в этом падеже имеют следующий вид. Минде, у меня, во мне, на мне. Синде – у тебя, в тебе, на тебе. Онда – аңарда. У него, у нее. В нем, в ней. На нем, на ней. Безде – у нас, в нас, на нас. Сізде – у вас, в вас, на вас. Оларда – у них, в них, на них. Кушымшаларның ялғау қағидалары. Правила присоединения аффиксов. Помимо того, что каждый аффикс в соответствии с законом сингармонизма имеет два варианта – твердый и мягкий. Лар, лер, сан, сен, анше, энше и другие. Ряд аффиксов изменяется еще и в зависимости от последнего звука слова, к которому они добавляются. Если слово оканчивается на гласную или звонкую согласную, то большинство аффиксов начинается со звонкой согласной. Если же оно оканчивается на глухую согласную, то только с глухой согласной. Разберем. Бала, балада, балага, ош, ошта, ошка, истель, истельде, истельге, мектеп, мектепте, мектепке. Всем спасибо за внимание. Если вам было полезно, поддержите нас лайком и репостом в своих социальных сетях. Спасибо!